Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшик Шара. Верховный суд Республики Абхазия под председательством судьи Генри Гамисония в составе судей Рауля Пачуля и Оксаны Пиля перенес заседание суда по иску Алхаса Квициня. На заседание сам истец не пришел. Его интересы представляла адвокат Инга Габилая. По ее мнению, с самого начала состав суда был сформирован с нарушениями, и в связи с этим адвокат потребовала отвод всего состава суда. Ранее председатель Верховного суда включил в состав судебной коллегии судью Оксану Пиля, так как судья Анри Барцыц заявил о самоотводе, объяснив это тем, что находится в родстве с кандидатом в президенты Алхасом Квициня, а также с кандидатом в вице-президенты Асланом Барцыц. Адвокат Инга Габилая заявила, что председатель суда может менять состав только в случае отвода всему составу суда, рассматривающего дело. В данном случае самоотвод судьи Анри Барцыц был разрешен 11 сентября председателем Верховного суда Мананой Делба, что противоречит положению Кодекса Республики Абхазия по административному судопроизводству. А кроме того, по мнению Габилая, резолюцию председателя Верховного суда об отводе одного из судей можно интерпретировать двояко. А именно, что состав коллегии сформирован из 4 судей, что невозможно, либо председатель Верховного суда самостоятельно рассмотрела вопрос об отводе судьи. Следовательно, при любой интерпретации решение председателя Верховного суда незаконно, и поэтому заявлен отвод всему составу суда, сказала в своем выступлении Инга Габилая. Суд, в свою очередь, не усмотрел нарушений в формировании состава, сославшись на то, что самоотвод был до начала рассмотрения дела. Представитель Рауля Хаджимба Валерий Агрба подчеркнул, что заявление адвоката Инги Габилая не обосновано. Судьи, рассматривающие дело по иску Алхаса Квициня, заявили, что вопрос отвода состава суда может решить только председатель Верховного суда Манана Делба, и поэтому заседание суда было перенесено. Вопрос об отводе состава суда должен быть рассмотрен в течение суток. В то время как в Верховном суде Республики проходило заседание по иску бывшего кандидата в президенты Алхаса Квициня, в парке имени Юрия Воронова собрались сторонники оппозиции. Рядом с офисом политической партии Амцахара было более 200 человек. Новости из суда перед общественностью озвучил депутат Народного собрания Абхазии Батал Табагуа. В свою очередь, непосредственный инициатор процесса Алхас Квициня обратился к людям с призывом соблюдать закон и не накалять обстановку. После этого люди разошлись. Тем временем к 12 часам дня у здания администрации президента собрались сторонники Рауля Хаджимба, которые также ждали решения из зала заседания Верховного суда Республики. После сообщения о том, что Верховный суд Абхазии перенес заседание, собравшиеся мирно разошлись. 17 сентября 2019 года исполнилось 11 лет со дня подписания договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Абхазией и Российской Федерацией. Чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин в пресс-центре «Спутник Абхазия» рассказал о политическом и экономическом взаимодействии между двумя странами. Алик Атрапш расскажет подробности. 17 сентября – значимая дата для Абхазии и России, отметил Алексей Двинянин, открывая пресс-конференцию. 11 лет назад в этот день между Российской Федерацией и Республикой Абхазия был заключен базовый договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. А второй такой договор был заключен уже в 2014 году. Таким образом, как подчеркнул посол, можно констатировать, что между двумя странами наработана солидная договорная база двустороннего сотрудничества, которая на сегодняшний день насчитывает более 110 документов в области обороны, безопасности, охраны границ, пенсионного, страхового и социального обеспечения, таможенной интеграции, развития науки, культуры и спорта. При поддержке России в Абхазии реализуются социально значимые мероприятия, направленные на повышение уровня благосостояния и социальной защищенности абхазских граждан. Осуществляется поэтапная индексация зарплат госбюджетников. Обеспечивается плавное выравнивание уровня пенсионных выплат российским гражданам, проживающим в Республике Абхазия, до среднего показателя пенсий в Южном федеральном округе Российской Федерации. Запущен механизм, регламентирующий порядок регистрации жителей Абхазии, имеющих российское гражданство, в системе обязательного медицинского страхования, а также оказания абхазскому населению помощи в лечебных учреждениях
Российской Федерации. Как отметил Алексей Двинянин, за последние годы заметно укрепился политический диалог Абхазии и России на высшем уровне. Об этом свидетельствуют более 10 встреч президентов Рауля Хаджимба и Владимира Путина. Помимо этого, проходят регулярные заседания межправительственной комиссии на уровне правительств Российской Федерации и Республики Абхазия. Кроме того, существует отлаженный механизм внешнеполитических консультаций по линии Министерств иностранных дел двух государств. Алексей Двинянин также рассказал о торговом обороте между двумя странами. Внешнеторговый оборот Абхазии за первое полугодие текущего года составил 11 миллиардов 689 миллионов рублей. Этот показатель выше прошлогоднего на 11%. Важно, на мой взгляд, отметить, что в структуре внешней торговли Абхазии по группам стран особое место занимает Российская Федерация как важнейший партнер. На долю России в первом полугодии текущего года пришлось 56% от общего объема товарооборота Абхазии. В Абхазии успешно реализуется российская инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию республики. Как отметил Алексей Двинянин, на текущий год в ее рамках будет выделено около 1 миллиарда 700 тысяч рублей. Кроме того, дополнительно был выделен еще 1 миллиард рублей на выплаты зарплаты и пенсии бюджетникам и 500 миллионов рублей на укрепление банковской сферы Абхазии. Говоря об обороне и безопасности Абхазии, посол отметил, что между Абхазией и Россией заключено немало соглашений. А буквально пару недель назад главы оборонных ведомств Абхазии и России подписали соглашение о финансировании расходов на модернизацию вооруженных сил Республики Абхазия. Кроме того, Алексей Двинянин подчеркнул, что успешно осуществляется процесс реализации соглашения об охране внешних границ Абхазии погранслужбой ФСБ России. Граница между Абхазией и Грузией по-прежнему остается хрупкой и требует пристального внимания, отметил посол. В этом году в Грузии прошли месяц назад учения НАТО «Проворный дух», в которых приняли участие, если я не ошибаюсь, порядка 13 государств-членов НАТО. Причем, что нас волнует, что с каждым годом в этих учениях принимает участие все большее количество стран, и они приобретают все более наступательный характер. Есть информация о развитии тесного сотрудничества в сфере обороны и безопасности между Грузией и Соединенными Штатами Америки на двусторонней основе. Так, как нам известно, готовится новое соглашение в этой области между Грузией и США, которое предусматривает размещение американских инструкторов на территории Грузии, что, естественно, тоже вызывает большие опасения. Поэтому приятно, что в сфере обороны и безопасности у нас заключены крайне серьезные и прочные соглашения, которые позволяют двум государствам, Российской Федерации и Республике Абхазия, совместно дать отпор любому врагу. Посол России в Абхазии коснулся и темы женевских переговоров, в которых он принимал участие с 2008 года, до его назначения послом в Абхазии в 2018 году. Как известно, в Женеве обсуждаются две группы вопросов. С одной стороны, это вопросы безопасности, с другой стороны, это гуманитарные вопросы. И если в сфере безопасности, скажем так, прогресс оставляет желать лучшего, хотя нам удалось в 2009 году заключить неформальное соглашение о создании механизма предотвращения и реагирования на инциденты в районе грузино-юго-осетинской и грузино-абхазской границ, то в гуманитарной группе прогресс более очевиден. В частности, в том, что касается Республики Абхазия, по моей информации, достигнуты определенные соглашения в экологической сфере, в сфере обмена архивными данными, по другим гуманитарным контактам. Хотел бы обратить ваше внимание еще на утверждение грузин и их западных покровителей о существовании некоего, я цитирую, соглашения о прекращении огня. Хочу вам ответственно перед телекамерами и в микрофоны заявить, такого соглашения не существует в природе. Когда грузины заявляют, что Россия, либо Абхазия, либо Южная Осетия не выполняют соглашение о прекращении огня, это откровенная ложь. Такого соглашения не существует в принципе. И когда я неоднократно в Женеве спрашивал грузинских коллег, покажите мне этот текст на бумаге, они лишь разводили руками, что он у вас должен быть, но как можно утверждать, что существует некое соглашение, не имея его у себя на руках.
В свете происходящих в стране после выборов президента Абхазии событий Алексей Двинянин отметил, что стабильность очень важна для развития республики, и поэтому пожелал всем политическим партиям и общественным организациям конструктивного диалога между собой. Аля Катрапш, Ильдар Дамиров, Дэвид Анкваб. Абхазское телевидение. МИД Республики Абхазия прокомментировал высказывание ведущего радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Нарышкина в эфире передачи «48 минут». Как отмечается в комментарии, данная программа вызвала двоякое впечатление. С одной стороны, необходимо отметить объективный профессиональный анализ событий в Абхазии со стороны Михаила Гусмана, который подкреплял свое выступление серьезными аргументами и демонстрировал глубокое понимание внутриполитических процессов в нашей республике. С другой стороны, неоднозначное впечатление вызвало выступление и комментарий ведущего радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Нарышкина, который на протяжении всей программы пытался создать негативный образ вокруг личности действующего президента Рауля Хаджимба и республики в целом. МИД Абхазии призвал руководство радиостанции «Эхо Москвы» отказаться от практики искажения ситуации в информационном пространстве в контексте внутриполитических процессов в Абхазии и вокруг нее. Продолжаем выпуск. В Абхазском государственном университете начался учебный процесс. В этом году сотни абитуриентов стали студентами главного вуза страны. Наша съемочная группа посетила АГУ, чтобы узнать, как проходят первые дни учебы. Смотрите репортаж Гугуцы Вардания. Начало учебного года – это особенно волнительная пора для первокурсников, так как они впервые переступают порог высшего учебного заведения и знакомятся с новыми преподавателями и друзьями, открывают для себя совершенно другие горизонты. Арина Арахамия – студентка первого курса биолого-географического факультета АГУ по направлению биохимия. По словам студентки, учебный год для нее начался очень интересно. Я выбрала эту профессию, потому что она мне очень нравилась, потому что она связана с медициной. Первые дни проходят очень хорошо. Мне очень все нравится. Учителя тоже интересно все рассказывают, да. Все интересно преподносят. Однокурсница Арина Амина Щакрыл также со школы увлекалась биологией и химией, поэтому и выбрала именно это направление. Я выбрала специальность медицинскую биохимию, потому что до этого я усердно занималась. И в школе мне очень нравилась химия. Я постоянно оставалась на уроках, и также биологию я очень люблю. В Абхазском государственном университете обучаются около 3000 студентов. Из них в этом году первокурсниками стали 545. 303 абитуриента зачислены на платной основе, 242 на бесплатной. Из них 61 абитуриент зачислен по целевому заказу. Вне конкурса по итогам школьной республиканской олимпиады, а также олимпиады «Путь к вершинам», проводимым Абхазским государственным университетом, в АГУ зачислено 54 абитуриента. И 127 человек поступили на конкурсной основе. Наибольший конкурс – это 3,7 абитуриента претендовало на одно бюджетное место на профиль электроэнергетика. 3,3 абитуриента претендовало на одно бюджетное место на профиль юриспруденция русский сектор. 2,6 абитуриента претендовало на одно бюджетное место на профиль прикладная математика русский сектор. В то же время на специальность химия не было подано ни одно заявление. Маловостребованным среди абитуриентов и их родителей, к сожалению, оказались такие очень важные и нужные направления подготовки и специальности, как физика, лесное дело, география. Начало учебного года с нетерпением ждали не только первокурсники, но и студенты других курсов, так как студенчество – самая веселая и беззаботная пора в жизни любого молодого человека. Марьяна Бранзе – студентка второго курса АГУ, филологического факультета по специальности абхазский язык. С детства мечтала стать учителем и преподавать в школе. Я очень скучала, хотела уже пойти на учебу. Мы пока знакомимся с учителями, с новыми преподавателями. Пока знакомство. Теона Райнишвили и Милена Гицпа – студентки третьего курса филологического факультета АГУ по направлению немецкий язык. Обе девушки с детства увлекались изучением иностранных языков и свой выбор сделали не случайно. Я выбрала этот факультет, потому что мне очень нравятся иностранные языки. Так как я уже владею английским языком, мне бы хотелось изучить еще один иностранный язык, и я решила пойти на этот факультет. Я очень люблю изучать разные языки. Английский
английский, как мы все знаем, он международный язык. Также у нас очень в Абхазии сейчас востребован немецкий язык. В основе я очень люблю все языки изучать, стараюсь больше уделять времени немецкому. С каждым годом в АГУ расширяется перечень направлений и специальностей, которые учебное заведение предлагает абитуриентам. Новыми образовательными программами приемной кампании 2019 года стали теория перевода и межкультурная коммуникация, защита растений и ландшафтный дизайн. В этом году прием документов осуществлялся по 28 направлениям подготовки и 6 специальностям, охватывающим широкий спектр агроинженерных, педагогических и экономических специальностей. Гугут Савардания, Томас Чиковани, Абхазское телевидение. Республиканское унитарное предприятие «Черноморэнерго» сообщает, что 18 сентября с 11 до 16 часов в связи с проведением ремонтно-профилактических работ будет отключена ПС «Дранда». А сейчас о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается переменная облачность. Днем преимущественно без осадков. Вечером местами возможен слабый дождь. Температура воздуха ночью 13-18, днем 23-28 градусов. Температура морской воды 24 градуса. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.